Отсидевший около 2 лет за лайки в соцсетях, таджикистанский блогер вышел на свободу по амнистии, утверждает, что лайки ни при чем. По его словам, он был неудобен власти. Неужели великие люди прошлого, которые выглядели так, от Авиценны до Руми, все, кто раньше носил бороды и исламские одежды, являются экстремистами? Представители аэропорта Жуковский, уральских авиалиний и Минтранса России утверждают, что любые проявления нетерпимости на национальной почве исключены. Мигранты из Центральной Азии и их адвокаты говорят о шовинизме в аэропортах. Россияне сюда, чурки сюда. Да, я слышал своими ушами, когда в очереди стояли, говорят, эй, бараны, говорят, станьте в очередь. Сотни тысяч демонстрантов, публичное сжигание флага США. Ровно 40 лет назад радикально настроенные сторонники режима Аятолл захватили посольство США в Иране. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Туркменистана освободить Касымберды Гараева. Он открыто признался, что является геем. С тех пор о его судьбе ничего не известно. В своем заявлении Human Rights Watch просит власти страны ответить, находится ли гражданин Туркменистана в заключении. И если находится, то немедленно освободить его и объяснить причины задержания. Мы очень обеспокоены тем, что Касымберди Гараева держат без связи с внешним миром из-за того, что он объявил о своей сексуальной ориентации. Исходя из того, что в Туркменистане ситуация с правами человека остается ужасающей, в том числе применяется практика насильственных исчезновений, у нас есть все основания опасаться за его безопасность. Я напомню, 24-летний Касымберды Гараев исчез 24 октября после того, как его вызвали в отделение полиции 3 днями ранее. Туркменская служба «Радио Свобода» Азатлык сделала о нем материал. В статье его реальное имя было изменено. Корреспонденты Азатлыка пытались найти его по месту его работы в научно-клиническом центре кардиологии, но там ответили, что такой человек в клинике больше не работает. И журналистам также стало известно, что семья Гараева переехала из дома в Ашхабаде. В видеообращении к своим близким, которое молодой врач записал до исчезновения, он заявил, цитата, «Если меня куда-то заберут, знайте, я ни в чем не виноват». Но и это еще не все. После истории с Касымберды Гараевым Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана решило найти всех геев и лесбиянок среди медработников. Как передает сайт «Хроника Туркменистана», во всех управлениях здравоохранения прошли собрания, главной темой которых стал случай с Гараевым. Кроме глав медучреждений, в собраниях приняли участие представители правоохранительных органов и главы вилаятов. Так, на собрании в городе Туркменабад было принято решение выявить среди врачей представителей ЛГБТ. Издание пишет, что такое распоряжение поступило из Ашхабада. В течение 2 недель всех медработников проверят на заболевания, передающиеся половым путем. При этом за обследование медики должны заплатить из своего кармана, это примерно $80. Кроме того, сотрудник полиции, который выступил на собрании, призвал писать заявление, если кому-то известны люди гомосексуальной ориентации. Я отмечу, в Туркменистане мужеложество – уголовно наказуемое преступление. По мнению главы туркменской инициативы по правам человека Фарида Тухбатуллина, выявление представителей ЛГБТ среди медработников – не что иное, как компанейщина, которая направлена на то, чтобы показать, что чиновники из Минздрава не сидят сложа руки и реагируют на случай с Гараевым. Я думаю, это очередная компанейщина. Просто Министерство здравоохранения борется за честь мундира. Тем более надо учитывать, что нынешний президент сам когда-то возглавлял эту структуру, и они должны принять какие-то меры. Если бы, например, этот парень работал, я не знаю, там, в промышленности или где-то, наверное, такая же ситуация была и в тех сферах. Провели, как они могли, большие собрания в регионах, во всех 5 регионах прошли. И, соответственно, нужно было отчитаться перед министром, а тот перед вице-премьером и перед президентом о том, что меры принимаются и проблема будет решена. Хотя, конечно, таким образом ни одна проблема не решается, но для чиновника важно показать свою деятельность, а не результат. К другим темам. Амнистия в Таджикистане продолжается. На свободу вышли более 500 осужденных по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Под нее подпадают и блогеры, которые поставили лайки или сделали репосты в соцсетях под контентом, который власти считают экстремистским. Среди них и гражданский активист Джунайдулло Худайоров. Ранее его приговорили к 5 годам лишения свободы, а Нуширвон Арипов встретился с ним в Душанбе.
Джунайдулло Худойоров отсидел в таджикской тюрьме год и 10 месяцев. Недавно его амнистировали. В 2017 году блогера приговорили к 5 годам тюремного заключения за то, что он якобы принадлежал к запрещенному в Таджикистане течению ислама салафия. В качестве доказательств в суде были представлены несколько его комментариев под постами в соцсетях. Была одна статья про течение салафия. Там кто-то оставил комментарий, что все, кто носит длинные бороды, носит короткие штаны, террористы и экстремисты. Я немного разозлился, честно говоря. Неужели великие люди прошлого, которые выглядели так, от Авиценны до Руми, все, кто раньше носил бороды и исламские одежды, являются экстремистами? Я написал, раз вы так считаете, то я тоже салафит. Сам Джунайдулло уверен, он просто стал неудобен власти, так как постоянно размещал в соцсетях посты о преступлениях, совершаемых чиновниками на местах, требовал у властей разобраться и наказать виновных. За это его якобы и посадили. Дорогие соотечественники, последние 2 месяца я хожу по разрушенным дорогам и вижу, как руководство угольного разреза разными путями ворует уголь и зарабатывает деньги. Из-за этого разреза у нас не осталось ни нормальных дорог, ни моста. Дело дошло до того, что проезд легковых автомобилей по этим дорогам стал невозможен, а дельцы, торгующие углем, плевать хотели на это. Подавать апелляцию в суд по своему делу Джунайдулло Худойоров не собирается. После того, что с ним случилось, он просто не верит в правосудие. Из-за судимости мужчина лишился вида на жительство в России и получил пятно на репутации. Во-первых, у меня судимость. Второе, мой небольшой бизнес в России развалился. В-третьих, я теперь в глазах людей бывший зэк. В нашей местности отсидевший человек не может быть уважаемым. По словам правозащитницы Ойнихол Бобо-Назаровой, уголовное преследование за лайки, посты и комментарии под различным контентом в соцсетях – большая ошибка властей. Такое давление на гражданское общество может привести к серьезным последствиям. Когда кто-то нарушает закон, закон карает этих людей. Но за голый умысел, допустим, он ничего не сделал, кто-то что-то писал, он поставил лайк. За это он не должен нести ответственность, потому что это не его высказывание. Он понравилась эта позиция человека, который Конституция дает право на высказывание свои убеждения. Убеждение, она не преступление. Джунайдулло Худойоров проведет с семьей несколько месяцев. Затем он собирается в Россию на заработки. В Таджикистане, тем более с судимостью, ему работу не найти. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. 2 недели назад в нашей программе мы рассказывали о случае, который произошел с таджикистанской журналисткой Анорой Саркоровой в подмосковном аэропорту Жуковский. Саркорова на своей странице в Facebook написала, что столкнулась с дискриминацией по национальному признаку со стороны пограничников, таможенников и сотрудников уральских авиалиний. Пост за менее чем 2 суток набрал 7000 лайков и 1500 репостов. Публикация журналистки о бытовой ксенофобии вызвала широкий общественный резонанс. Через день после инцидента Саркорова дала интервью «Настоящему времени». Вот отрывок из той беседы. Я получила массу откликов и от самих русских, которые, как мне кажется, очень адекватно восприняли эту историю и понимают, что проблема есть, она достаточно серьезная в России. И это не просто единичные случаи. Моя история – это не просто случайность или не просто я попала на плохих людей. Это такая распространенная проблема для России. Практически сразу после инцидента мы обратились в авиакомпанию «Уральские авиалинии» и администрацию аэропорта Жуковский за разъяснением. Никто никого не оскорблял, и быть такого в принципе не могло. Примерно так ответили представители аэропорта. Нам потребовалось 2 недели, чтобы собрать все комментарии воедино. Продолжение нашумевшей истории у Мысы Казакова. Правозащитник Каримджон Йоров регулярно сталкивается с несправедливостью в отношении трудовых мигрантов. К посту Аноры Саркоровой он отнесся спокойно. Йоров полагает, что пост возымел такой сильный эффект лишь благодаря тому, что Саркорова является известным журналистом. Но сама проблема не нова. С фактами ксенофобии и шовинизма трудовому мигранту в России приходится сталкиваться периодически в самых разных местах. И аэропорты не исключение. Он и сам не раз наблюдал оскорбления в адрес соотечественников. Правда, сразу же ставил обидчиков на место. Объяснял им, что подобным образом разговаривать с людьми они не имеют права. То, что она говорит, это все правда. Я слышал своими ушами даже в Домодедово, что когда пришли, они говорят, вот там россияне сюда, чурки сюда.
Да, я слышал своими ушами, когда в очереди стояли, говорят, эй, бараны, говорят, станьте в очередь. Это я своими ушами слышал, я подошел с ними ругаться, они говорят, мы тебя сейчас в Россию не пустим, так как лицо, которое как бы нежелательное в России. Мы же попытались выяснить, с кем конкретно разговаривала журналистка в аэропорту. В ее посте фигурировали уральские авиалинии. С этой авиакомпании мы и начали. Направили им журналистский запрос с рядом вопросов по теме, на что получили ответ следующего содержания. Сотрудники представительства авиакомпании «Уральские авиалинии» в аэропорту Жуковский исключительно мужчины, женщин в штате нет. Судя по описанию пассажира, инцидент произошел с агентом по регистрации, сотрудницей аэропорта. В случае зафиксированного некорректного поведения бортпроводников в авиакомпании обязательно проводится служебное расследование. У сотрудника запрашивается объяснительное. Каждый случай рассматривается индивидуально. После этого мы обратились в пресс-службу самого аэропорта Жуковский. О сложившейся ситуации там были в курсе. Нам подтвердили, что такая пассажирка действительно была. Однако вину своих сотрудников категорически отвергли. По нашей информации тоже сообщение не подтверждается. То есть мы можем подтвердить то, что да, похожий человек проходил процедуры, но на наш взгляд это в принципе ситуация не могла произойти в Жуковском, по крайней мере в том виде, в котором это описано. В наш адрес по официальным каналам никаких жалоб от пассажиров не поступало. Мы четко знаем, что руководством пограничных органов строго контролируется соблюдение всех прав и не допускается никакой дискриминации по половому, национальному, религиозному принципу. Ситуацию следует расследовать до конца. Мы также обратились за комментарием в Министерство транспорта. О ситуации там не знали, никто с жалобами в Минтранс не обращался, но посоветовали в будущем делать официальные обращения. Можно даже в Росавиацию, официально же обратиться с просьбой там провести соответствующую проверку этих фактов, если они имели место. И в дальнейшем, наверное, ГАИ попросит предоставить доказательства, которые говорили бы о том, что реально такие факты были. Самих мигрантов из Таджикистана разговаривать сложно, они попросту боятся. Опасаются того самого произвола и безнаказанности чиновников, не чувствуют в себе сил противостоять чиновничьей машине. Впрочем, кое-что на камеру они все же говорят. Небрежность, когда например, стюардессы, они вообще внимания не обращают практически в самолетах, если так подумать. Это зависит от человека. Как сам ведешь себя, так и получаешь. Я не сталкивался с проблемами, хотя нацисты везде есть. С этим я везде сталкивался. Таджиков там нигде не уважают. Даже не покормили во время задержки, а я ведь билет купил за деньги. Я уже 18 лет летаю в России, не впервой. Россия – это Россия. Юристы тем временем подтверждают, что подобные случаи нужно фиксировать на видео или аудиозапись, дабы не быть обвиненным в клевете, после чего сразу подавать официальные жалобы в правоохранительные органы и работодателю обидчика. На них они обязаны будут реагировать. Каждый мигрант, который находится на территории Российской Федерации, он имеет точно такие же права, как и другие граждане Российской Федерации, за исключением только выборных прав. Анура Саркорова должна была тоже обратиться с заявлением в органы в Российской Федерации о случившем инциденте, и ее заявление должно были принять и расследовать, можно сказать. Правозащитники убеждены, что свести акты шовинизма, по крайней мере, со стороны должностных лиц, к минимуму можно, если не мириться со сложившимся положением вещей и адекватно реагировать в рамках закона, отвечать жалобами и претензиями в адрес нарушителей. Муса Казаков, специально для программы «Настоящее время. Азия», Россия, Москва. С оппонентами не расправлялся, в работу судов не вмешивается, все решения принимает сам президент Кыргызстана. В минувшую субботу ответил на вопросы руководителей крупнейших СМИ. Встреча Сооронбая Жээнбекова с журналистами продлилась более 2 часов. Вести аудиозаписи, уж тем более видеосъемку, было запрещено. Ответы президента главредам пришлось по старинке записывать в блокноты. Часть из них были опубликованы на информационных сайтах. Дарья Тимофеева собрала самые интересные цитаты. Без ноутбуков, телефонов, диктофонов и камер. Правила открытого диалога, как назвали встречу в аппарате президента, остались прежними. Прошлая беседа руководителей СМИ с главой государства освещалась госканалами. На этот раз даже в часовой итоговой программе телерадиокорпорации о ней ни слова. В других эфирах ее упомянули мельком. В целом вопросы были примитивными и повторялись вопросами, заданными на последней встрече руководителей СМИ с президентом в 2018 году.
Самыми читаемыми публикациями, как отмечают новостные сайты, цитаты президента не стали. Редакторы не исключают. Возможно, из-за отсутствия конкретики в речах главы государства. Например, так Сооронбай Жээнбеков прокомментировал слухи, что с его избранием возвращается клановое правление. Дайте факты, и если они подтвердятся, я накажу брата, родственника. Вот Султанбеков говорит: определитесь, с кем вы, с родней или народом. Я давно определился, я с народом. Они что хотят, чтобы я кучку коррупционеров защищал? Этого не будет. Я выбор сделал давно, я с народом. Сразу ряд вопросов коснулись взаимоотношений с политическими оппонентами. Президент не раз подчеркнул, правоохранительным органам и судам указаний он не дает. Здесь нет никакой политики. Сооронбай Жээнбеков не сажал своих оппонентов. Следствие разбиралось. Сейчас идет суд, он вынесет решение. Я мог бы за 2 месяца все решить, если бы хотел расправиться с оппонентами. Отдельно остановились на задержании Алмазбека Атамбаева. У Жээнбекова поинтересовались, кто ответит за ошибки при проведении спецоперации в доме бывшего президента. Если я скажу, то все будут считать, что я вмешиваюсь в ее работу. Комиссия работает, ее заключение будет рассматриваться в Джигурку-Кенеш и обсуждаться в обществе. Я знаю, что там было, но это мнение одного человека. Никакой команды на силовой захват Атамбаева не было. А вот читателей, согласно опросу издания 24KG, больше прочего интересовала судьба экс-таможенника Раима Матраимова. Еще год назад Жээнбеков пообещал провести проверку его имущества, но разбирательство до сих пор идет. Он 2 года без работы, его брат, вы знаете, в парламенте. Его как символ коррупции пытаются прилепить ко мне. Схемы, которые они разрабатывали, теперь на меня хотят повесить. Дайте факты, органы разберутся. Все говорят, но никто фактов, доказательств не дает. Коснулись коллеги и темы свободы слова, а именно об ограничении эфира телеканала «Апрель». Владельцем СМИ является Алмазбек Атамбаев. Говорят, будто я закрыл телеканал «Апрель». Они меня критиковали, задевали мою семью, но я не закрывал «Апрель». У нас сильная оппозиция, по-моему, такого нигде нет. Активное гражданское общество, партии, СМИ развитые и свободные. Нет страха. От тем государственных перешли к беседам более личным. Журналисты сайта Club.kg выяснили, что в 2003-м Сооронбаю Жээнбекову в числе других чиновников бесплатно выдали участок земли в парке. Главред издания смог получить комментарий по расследованию редакции. Там был просто асфальт, ни одного дерева. Я ничего не строил, у меня не стоял вопрос с недвижимостью, дом был. Когда там началось строительство, меня спросили родственники, строю ли я дом в парке Ататюрка. Я ответил отрицательно. Мы переговорили уже с владельцами дома, мне выплатили символическую компенсацию. Глав нескольких оппозиционных СМИ на эту встречу не позвали. Журналисты надеются, что им еще удастся задать свой вопрос. Ждут итоговую пресс-конференцию Сооронбая Жээнбекова в декабре. В аппарате руководители страны пока официально не сказали, состоится она в этом году или нет. Дарья Тимофеева, Азат Нантамаков. В настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек. Смотрите далее в нашей программе. Сотни тысяч демонстрантов, публичное сжигание флага США. Ровно 40 лет назад радикально настроенные сторонники режима аятолл захватили посольство США в Иране. Мы продолжаем нашу программу. «Любовь по схеме». Заместитель министра культуры Узбекистана Камола Акилова предложила разработать стандартные сценарии для свадеб и торжеств, которые вобрали бы в себя национальные ценности и современные аспекты. Чиновница заявила, что Управление по развитию концертно-зрелищных учреждений при Министерстве культуры и Узбекконцерт уже начали работу над разработкой правил. Акилова полагает, что при проведении свадеб важно не забывать историю и национальные ценности, но одновременно с этим идти в ногу со временем. Она также полагает, что к делу разработки единых сценариев для торжеств необходимо привлечь ученых и провести исследования о традиции свадеб в Узбекистане. Я напомню, еще в сентябре 2 палаты парламента Узбекистана на совместном заседании утвердили положение о порядке проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств, а также семейных поминальных обрядов и других мероприятий памяти усопших. Правила начнут действовать с 1 января следующего года. Согласно этому документу, все семейные мероприятия, за исключением похорон, должны проводиться в один день в период с 6 часов утра до 11 вечера. Число гостей на семейных торжествах не может превышать 200 человек, а в угощении пловом, связанном с этими мероприятиями, могут принять участие не более 250 гостей. За нарушение правил полагается внушительный штраф. Сегодня исполняется ровно 40 лет со дня захвата посольства США в Тегеране иранскими студентами. Это событие радикально изменило отношения двух некогда союзнических стран. В Иране годовщину взятия в заложники американских дипломатов по традиции отмечают народными шествиями и митингами у здания бывшего посольства США в Тегеране.
Плакаты с антиамериканскими лозунгами и карикатуры на президента США в этом году посвящены перспективе переговоров с Вашингтоном. Руководство Ирана постаралось использовать историческую годовщину для того, чтобы убедить общество, выдвигаемые американской администрацией инициативы бесполезны и даже вредны для иранского народа. Митингующие также неоднократно придали огню американские флаги. На костер было отправлено и чучело президента США Дональда Трампа. Духовный лидер Ирана Али Хаминеи, выступая перед молодежью, заявил, что официальный Тегеран не намерен обсуждать свою ядерную программу с Вашингтоном. Руководство Северной Кореи не то что пошли на переговоры, но и сделали жертвенный подарок. Но какие результаты? Ни на йоту не сняли санкции. Они вот такие. Не делают уступок, вынуждают вас отступить от ваших интересов и будут демонстрировать миру, что мы посредством успешной политики максимального давления поставили Иран на колени. Исламская революция в Иране положила конец монархии, которая была основной формой правления в этой стране в течение 2500 лет. Тогда, в 1979 году, эти кадры облетели весь мир. О том, как радикально настроенные сторонники режима аятолл захватывали диппредставительство США, напомнит Акрам Абдукахор. Захвату посольства США в Иране предшествовал визит шаха Мухаммеда Резы Пехлеви в Нью-Йорк. За 2 недели до тех событий в Тегеране президент Джимми Картер разрешил свергнутому шаху въехать в США для лечения. Экс-монарх был тяжело болен. Еще в 1974 году у него диагностировали лейкемию. Тем не менее, визит Пехлеви в США усилил подозрения радикальной части иранского общества и правящей верхушки режима аятолл. В Иране заговорили о готовящемся при помощи американцев перевороте, который якобы должен был отменить итоги исламской революции. В памяти еще были свежи события 26-летней давности, когда англо-американские спецслужбы при поддержке шаха отстранили популярного оппозиционера Мухаммеда Мосадыка от должности премьер-министра. По официальной информации, в захвате американского посольства участвовали студенты. Они называли себя последователями имама Хомейни, лидера исламской революции. Позднее их действия поддержали власти. Захватчики взяли в заложники 66 сотрудников американского посольства. Через 2 недели сторонники аятолл отпустили 13 человек, афроамериканцев и женщин. Остальных 53 дипломатов хотели обменять на шаха Мухаммеда Резы Пехлеви. Весной следующего 1980 года американское руководство безуспешно попыталось освободить заложников. В ходе операции «Орлиный коготь» потерпели крушение вертолет и самолет. 8 спецназовцев погибли. Этот провал сказался на популярности президента Джимми Картера. Выборы 1980 года он проиграл. В то же время действия американцев лишь укрепили поддержку нового режима в Иране. Вашингтон при посредничестве Алжира начал переговоры с Тегераном. В результате многомесячных обсуждений США обещали отменить антииранские санкции и передать активы свергнутого шаха новому правительству страны, а также не вмешиваться во внутренние дела Ирана. Аятоллы, в свою очередь, обещали отпустить всех заложников и погасить все задолженности перед американскими банками. 20 января 1981 года, через 444 дня после захвата, американские дипломаты покинули Иран и транзитом через Германию вернулись в США. Захват посольства США стал одним из самых громких дипломатических скандалов в 20 веке. Он кардинально повлиял на американо-иранские отношения. Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тегераном и ввел против этой страны масштабные экономические санкции. А новый режим, в свою очередь, сделала Иран одной из самых радикально настроенных к Америке стран в мире. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Всего доброго, до встречи. Сегодня в мировой политике и экономике происходят вещи, которые всего 10 лет назад были бы абсолютно немыслимы. Целый день мы чувствовали себя миллионерами. Люди берут кредиты, они как бы берут деньги из будущего, а будущее не улучшается. Деньги играли не такую важную роль, как сейчас. Ваши маневры угрожают финансовой системе Российской Федерации. Рожденные после СССР.
Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого. Патриархальные семейные ценности – это насилие. Очень непрост путь от человека к человеку. И что нас ждет в будущем. Демократия у людей просто ассоциируется с хаосом. Сегодня ты даешь концерты, а завтра тебя забудут. Веду программу я, Тамара Лиленкова, на телеканале «Настоящее время».